Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. Продолжаем запросы телезрителей. И сегодня расклад «Можно ли доверять человеку?». Мы посмотрим истинные намерения человека, действия человека и совет, стоит ли вам доверять этому человеку и как лучше поступить. Небольшой раскладик на суфийском таро. И у нас будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Не забывайте, что вы можете также оставлять пожелания, какая тема вас интересует или формат видео. И мы с вами сделаем гадание на эту тему. Или, может быть, какой-то вид гадания. Вот у меня есть заказ, уже заявка на гадание на кофейной гуще. Поэтому скоро выйдет. Ждите, ждите, все по очереди. Итак, стоит ли, можно ли доверять человеку? Ух ты, карта перевернулась. Это ваша фортунка, 4 жезлов. Скоро близится какой-то праздник. Вас позовут или на чью-то свадьбу, или на чей-то день рождения, или, может быть, на какую-то вечеринку, или, может быть, на корпоратив, ну, там, на работе, да? Поэтому радуйтесь. Скоро вы будете танцевать, веселиться, праздновать, и будет все хорошо. Итак, мои дорогие, первая карта покажет взаимоотношения ваши с этим человеком. Как эти взаимоотношения видят высшие силы. Это не обязательно любовная тема, не обязательно. Это может быть абсолютно любая тема. Итак. И вы загадываете, можете загадать 3 людей, да, не обязательно одного, можно 3. И мы с вами, значит, посмотрим, а стоит ли этим людям доверять, да? Стоит ли доверять этим людям? Тут у нас, значит, с вами горный хрусталь, аметист и белый агат. И я надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код, а мы начинаем с первого варианта. Остальные я убираю в сторону. Стоит ли доверять человеку? Первый камень – горный хрусталь. Первая карта. Как видят ваши взаимоотношения, какими бы они ни были, да? Какой бы формат ни был. Высшие силы. О, 13-й аркан. Но эти отношения в состоянии перелома. То есть некий кризис грядет. Или вы сейчас не общаетесь с этим человеком. Или что-то меняется кардинально. Ну, может быть, вы отказываетесь от привычного формата общения и встречаете какой-то новый формат. Может быть, грядет какая-то новость, общение, сообщение с кем-то по поводу этого человека. И эта информация поможет вам принять некое кардинальное решение по этим взаимоотношениям. Либо есть негатив на этого человека, на вас, на ваши взаимоотношения, но через мир мертвых, да. То есть 13-й аркан, он такой, мои дорогие, кардинальный. И, может быть, ради этих отношений нужно взять и отказаться от прошлого. Тоже такой вариант трактовки возможен. Но карта, я вам честно скажу, очень интересная. Это карта знака зодиака Скорпион. И вы знаете, насколько это кардинальный знак. Хорошо. Истинные намерения человека. Этот человек на самом деле чувствует что-то к вам хорошее или планирует что-то по поводу вас. Давайте посмотрим, что у этого человека внутри. Башня. Башня. Ой, ну что, разрушение какое-то. Состояние, ну, явной нестабильности. Выброс адреналина, выброс гнева. Человек как будто хочет разрушить взаимоотношения между вами. Это его истинные чувства и намерения. Неважно, что это за отношения. Дружба ли, любовь ли,
или рабочие отношения. Человек явно хочет кардинально что-то изменить, поменять, но в какую сторону, да? Башня, она показывает, что-то рухнет. У человека может вырваться на свободу такая волна прям на вас. Волна катится, гнева, что ли. Или, ну, может быть, слова какие-то, да, которые все изменят. Или новость какая-то, опять же, от этого человека идет. Но чувства очень, как вот, взбунтовались внутри у данного экземпляра. И, соответственно, что-то в вас этого человека возмущает. И что-то явно хочет этот человек в вас изменить даже. Если уж не оставить вас полностью, то изменить в вас точно что-то хочет. Действие человека. Как этот человек себя поведет, и будет ли его действие соответствовать его намерениям. Двойка пентаклей. Но вести себя этот человек так бурно не будет. Может быть, знаете как? То действие туда, то сюда. То хочу, то не хочу. То могу, то не могу. То есть он начинает вас как-то раскачивать. Вводить в нестабильность. Человек может заставить сомневаться в себе благодаря энергии двойки пентаклей. Но он не будет ругаться с вами. Он не будет издеваться, возможно, даже над вами, да. Может подшутить. Может провоцировать. Может обещать, но не выполнять. Но при этом нет вот той башни, которая внутри, да, вот того возмущения на лице этого человека. Или в его голосе. Его что-то очень безумно выворачивает, раздражает. Или человек даже испытывает ревность, но высказывать не будет. А будет вести себя так, чтобы вы ощущали вот эти качели, вот это его сомнение, и ощущали бы недоверие к этому человеку. То есть человек намеренно хочет вызвать в вас недоверие, понимаете? Но при этом, чтобы вы ценили этого человека, чтобы вы ценили его какие-то достоинства. То есть показать себя с самой лучшей стороны. Показать я лучше других. Вот так. Стоит ли вам доверять этому человеку? Или как лучше поступить? Мир. Вы знаете, с этим человеком ссориться не надо. Видите? Мир, двойка кубков. К нему нужно относиться, или к ней лучше, бережней. Идти на контакт и как-то приголубить, как-то сделать что-то хорошее для этого человека. И с таким человеком легко можно наладить отношения, доверительные причем отношения. Просто его не выбешивая, не выкручивая, не раздражая, не давя на больную мозоль. Вот. Здесь явно видно, что вы давили на этого человека, скорее всего. Его это уже вот сильно достало. Или ее. А вам надо по-другому вот найти другой подход. Потому что человек может очень сильно выкобениваться. И если вы хорошо будете относиться, вот прям хорошо, гармонично, вот поддерживать любовные отношения, дружеские отношения, рабочие, хорошие, да? Даже на работе можно дружеские поддерживать, хорошие. Или родственные. Человек явно идет на контакт. Тут, понимаете, ваша линия поведения была выбрана неправильная. Может, вы намеренно злили этого человека, а надо по-другому. Здесь очень хорошие могут быть взаимоотношения, доверять можно, но в условиях, когда вы этого человека не бесите, потому что человек импульсивный и может повести себя явно не по вашему плану, да. Но когда ты кого-то выкручиваешь или давишь на кого-то, конечно, в определенный момент человек выйдет из-под контроля. Башня об этом и говорит, мои дорогие. Но это не значит, что человек такой плохой. Мир и двойка кубков явно показали, что это неплохой человек. Просто он на грани, да, как сказать, доведен до ручки, что ли. Ну, тут такой ответ по
первому варианту. Второй вариант. Аметист. Вы тут загадали человека, да? Стоит ли доверять этому человеку? Первая карта – это состояние ваших отношений сейчас, по мнению высших сил, да? Тут у нас рыцарь кубков. Ну, мост, видите, хоть какой-то призрачный, но выстраивается мост. Поэтому я бы сказала, что здесь люди настроены как-то улучшить отношения друг с другом, наладить, ну, навести мосты. Но явно до этого что-то было не так. То есть вы либо ругались с этим человеком, либо портили взаимоотношения. Если не было такого, что вы портили бы взаимоотношения с этим человеком, то явно какие-то события предшествовали не очень хорошие. Может, о вас говорили плохо этому человеку. И сейчас идет момент улучшения, момент, когда вы движетесь друг к другу. Но скорее этот человек, наверное, хочет наладить, именно вот с вами навести мосты, наладить отношения, или вы так, ну, друг другу хотите, да? Высшие силы, по крайней мере, видят, что хоть какой-то призрачный мост между вами, но выстраивается. Хорошо. Истинные намерения человека. Что этот человек на самом деле чувствует, планирует по поводу вас, думает. Влюбленные. Ну, если вы загадали любовную тему, то человек, скорее всего, вас любит. Если тема не любовная, а там родственники, друзья, знакомые, работа, человек очень хорошо относится и хотел бы с вами хороших взаимоотношений, дружеских, близких, потому что чувствует, что вы сочетаемы друг с другом. Такой человек может очень любезничать или хотеть быть как-то поближе, да. Ну, видно, что очень хорошее расположение к вам внутри, в душе. Даже человек как-то, если вы давно не виделись, допустим, может скучать и так далее. Действие человека. Как человек себя поведет и будет ли соответствовать его поведению, его намерениям. Сила. Ну, так, терпеть немножко будет, даже если вы будете ковырять. Хорошая карта постарается наладить взаимоотношения, приручить, улучшить, быть ближе, проявить участие, проявить дружеские или любовные чувства, проявить инициативу или просто доброту, помощь, взаимопомощь, не знаю. Что-то хорошее может делать. То есть действия соответствуют его намерениям или ее. Совет. Стоит ли доверять этому человеку и как лучше поступить? Карта суд. Семерка жезлов. Поддержать инициативу этого человека. Много общаться, разговаривать, доверять можно. Но после какой-то реабилитации. Ну, был какой-то казус, не знаю, вот такое чувство по картам был, что был повод не доверять этому человеку. Но человек постарается всеми силами это исправить. И совет ускорить процесс и поддержать этого человека. Идти на контакт, общаться, разговаривать. Вот так. Здесь все в порядке, я бы сказала. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции. Третий человек. Стоит ли доверять этому человеку? Белый агат. И первая карта. Состояние ваших отношений на сегодняшний день, как их видят высшие силы. Дочь мечей или паш мечей. Ну, вот карта-то как раз и показывает момент даже какого-то расследования, исследования, не знаю, дополнительной информации, добычи информации. Как будто вы хотите узнать побольше. Раскрыть тайны этого человека, навести справки, заглянуть в душу. Об этом человеке вам могут что-то говорить. Может приходить информация по вашему запросу от Вселенной, так скажем. Как будто бы даже кто-то уже намеревается поговорить с вами об этом человеке и рассказать что-то. Это уже как бы на пороге, да? Или рассказали уже.
Ну, недавно совсем, буквально вот-вот. Ну, сами отношения, я бы сказала, несколько напряженные. Кто-то один из вас скрытный, возможно, этот человек, а кто-то пытается распознать. Это скорее вы. Ну, давайте посмотрим истинные намерения этого человека. Что этот человек на самом деле чувствует или планирует по поводу вас. Неважно, какие отношения, еще раз говорю. Тут у нас король жезлов. Карта показывает, что человек планирует инициативу к вам. Человек планирует, либо, если это мужчина, ну, быть ближе как-то, ну, взять шефство даже над вами. Если это мужчина, да, если это женщина, поговорить с вами, может быть, обсудить какого-то мужчину. Что-то рассказать про мужчину или спросить про мужчину, поговорить про него. Просто поговорить, да, по душам. Король жезлов — хорошее намерение. Показывает, что человек готов общаться, идти на диалог, разговаривать, быть более открытым, быть более ярким в общении, проявить себя. Да? Особенно проявить себя как лидер по отношению к вам. Действие человека. Как этот человек себя поведет, соответствует, будет ли соответствовать его действию, его намерениям. Ну, 8 пентаклей говорит, что человек может работать над вашими взаимоотношениями, стараться держать себя в некоторых моментах в руках, но при этом действие не совсем будет соответствовать намерениям. Действия будут более спокойные и рассудительные, чем внутри хотелось бы. Хотелось бы проявить себя ярче, больше, но человек по каким-то причинам ограничивает себя и хоть и проявляет, но не все, что есть внутри. Вот так могу сказать. Совет. Стоит ли вам доверять этому человеку и как лучше поступить? Ну, по королю пентаклей человеку доверять стоит, но если у вас есть выбор между, допустим, 2 мужчинами, которым доверять, может быть, выбрать стоит короля пентаклей, да? Какого-то другого человека, чем того, кого вы загадали. С другой же стороны, 6 кубков показывает, что если вы будете с этим человеком, которого загадали, да, быть более нежным человеком, добрым, общаться по-доброму, вспоминать прошлое, говорить какие-то сентиментальные вещи, даже если это рабочая обстановка. Может быть, проявлять свои творческие способности. Человек будет делать для вас больше, делать лучше. Ему можно будет доверять на 100%. Как будто бы нужно будет добавить какой-то момент душевности, душевной открытости и воспоминаний, ностальгии, может быть. Бывает, знаете, даже с чужим человеком повспоминаешь какие-то прошлые времена, обсудишь какие-то старинные вещи, или картины, или музыку, или фильмы. И ты становишься ближе, и тогда ты можешь полностью доверять человеку. А пока вы только друг к другу присматриваетесь с этим человеком, пока вы еще только шажочек за шажочком делаете, то есть человек мог бы больше, вот так могу сказать. Не во всем пока вы можете доверять, потому что человек мог бы больше, а для этого сначала надо раскрыться. Ну, вот такой ответ у нас по 3-му варианту. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий и до новых встреч.